Имя Мухаммед Салима Умедбаева в свое время было широко известно не только на его родине, в Уфимской губернии, но и во всем мусульманском мире Российской империи. Газета «Волжский вестник», упоминая его и кадия Оренбургского магометанского собрания Ризаэддина Фахриддинова, сообщала: «Оба этих мусульманина много трудятся на тернистом пути просвещения своих единоверцев, объятых густым туманом обскурантизма, и оба популярные как знатоки восточных языков и монгольских наречий». Что кроется за этими словами? Насколько труден был путь Умедбаева на пути просвещения? И каковыми были результаты его деятельности? История семьи Умедбаевых является собой яркую иллюстрацию сознательной политики властей России по интеграции башкирского народа в имперское пространство путем формирования лояльной к монархии элиты. Выход из двухвекового вооруженного конфликта на юго-восточной окраине государства, связанного с чередой башкирских восстаний, правительство нашло во введении на Южном Урале кантонной системы управления и учреждении башкиро-мещерятского войска, офицерский корпус которого и стал новой элитой башкирского общества. Божьей милостью мы, Александр II, император и самодержец всероссийский и прочее, и прочее, и прочее. Известно и ведомо да будет каждому, что мы башкирского казачьего войска полкового сотника Ишмухамета Умедбаева за оказанную его в службе нашей ревность и прилежность, оного же войска в Есаулы 1857 года сентября 28 дня всемилостивейшие пожаловали. Военная карьера Есаула Ишмухамеда Умедбаева, отца будущего просветителя, и его сыновей складывалась как нельзя удачно. В 1865 году Сенат слушал дело о дворянстве рода Умедбаевых и утвердил постановление о внесении сыновей к тому времени покойного Исаула во вторую часть дворянской родословной книги. Ишмухамед Ишигулович Умедбаев был на протяжении более чем 25 лет кантонным начальником. Он возглавлял 8-й, 9-й и 25-й башкирские кантоны. Его старший сын Фахриддин также был кантонным начальником на протяжении 8 лет. Он возглавлял 25-й и 27-й башкирский кантон. Младший сын Ишмухамеда Ишигуловича Умедбаева Сулейман был властным старшиной и каллиграфистом. Аул Ибрагим современного Кармаскалинского района Республики Башкортостан. Именно здесь, в 1841 году, в семье тогда еще Харунжева Умедбаева, родился сын Мухаммед Салим. Клан Юмран-Табын, являющийся подразделением крупнейшего башкирского объединения Табын, имеет очень древнюю родословную, которая восходит к хан-Углану, то есть к некоему ханскому сыну. Данное шежире было скопировано Мухаммед Салимом с раннего оригинала. Сәйет белән Өмедбай. Улар дүртәр мәртәбә батшага башкорт халкынан кандидат булып сайланып, башкорт халкының гарижаларын йөрткәннәр. Безнеңчә әйткәндә, ул вакытта жалобный грамота дип аталган инде. Менә шуларда алып барып, шуннан батша ул вакытта малай гына сагында Петр I алардан кулларын үтеп язган инде. В 1856 году по предложению оренбургского генерал-губернатора графа Василия Перовского старший сын Есаула Ишмухамеда Умедбаева, сотник Фахриддин Умедбаев, являвшийся начальником 27-го башкирского кантона, удостоился чести быть главой башкирской делегации на коронации императора Александра II. Башкиры организовали для царя соколиную охоту со специально привезенными хищными птицами. Художник Франц Рубо запечатлел эту знаменательную сцену. Впереди скачут башкиры, пустившие сокола на зайца, а поодаль едет верхом сам Александр II. А на этом рисунке неизвестного автора, как полагают исследователи, отдельно изображен Фахриддин Умедбаев. Батшага таш кидерү церемониясы беткәннән соң, батша белән берлектә һунарга чыгалар. Ук белән, аласын, бөркет кышлары белән һунарда батша бик канагат булып калып, бик күп грамоталар алып кайта ул һәм нигә Фахриддин кантонга бриллиантовый перстень кидерә инде.
Мухаммед Салим Умедбаев представлял собой полную противоположность отцу и брату. Его влекла наука, а не военная служба. В музее, посвященном его жизни и творчеству, отмечены основные вехи его биографии. Здесь изображен период его учебы в медресе деревни Ибрагимова, где он постигал грамоту и основы ислама. Следующие несколько лет он провел в стенах Неплюевского кадетского корпуса в Оренбурге, в котором выделялось 30 вакансий для детей офицеров башкирского войска. Оренбургский Неплюевский кадетский корпус был не только образовательной институцией, но и научной. И именно с деятельностью его азиатского разряда связано становление собственной вот этой оренбургской, можно сказать, школы востоковедения, школы российской ориенталистики и особенно языкознания. То есть там преподавали Мартинян Иванов, просветитель, педагог и блестящий знаток тюркских и вообще восточных языков. Близкий друг, надо сказать, Владимира Ивановича Даля и человек, который консультировал еще его по поводу его переводов памятников восточной письменности. Мартинян Иванов был дружен с Исаулом Ишмухамедом Умедбаевым, о чем свидетельствует их переписка. Мухаммед Салим много лет спустя писал: «Мартинян Иванов был ориенталист, говорят, учился в Бухаре. Был учителем восточных языков при Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе, у которого учились наставники мои Кукляшев, Бекчурин, Батыршин и Явигиев». Оренбургский Неплюевский кадетский корпус и тогдашняя царившая там интеллектуальная атмосфера, с одной стороны российского патриотизма, с другой стороны атмосфера огромного интереса, пытливого интереса к реальной жизни всех народов, которые проживали на территориях, окружавших Оренбург, интерес к восточной культуре, глубокий способность привить не только, собственно, европейскую образованность, которая тогда уже строилась на таких достаточно материалистических, позитивистских, можно было бы сказать, современным языком началах, на прагматике, но и, собственно, те особенности, те черты, которые формировали интеллектуальный облик тогдашнего восточного человека, то есть знание классических языков, арабского, персидского, знание классической литературы, глубокая мусульманская набожность, глубокая начитанность в тюркских письменных памятниках. Вот все это было, по всей видимости, вынесено Умедбаевым именно из кадетского корпуса. Из перечисленных выше наставников наибольшее влияние на Умедбаева оказал Мирсалих Бекчурин, родственник известного переводчика канцелярии оренбургского губернатора, этнографа и дипломата XVIII века, автора первого словаря башкирского языка Миндиар Бекчурина. Мирсалих Мирсалимович Бекчурин – башкирский дворянин, просветитель, лингвист, фольклорист, преподаватель восточных языков в Неплюевском кадетском корпусе, участвовал в среднеазиатских походах русской армии в качестве переводчика, сопровождал туркестанские и казахские депутации к Александру II и Александру III. В 1860 году, после 8 лет обучения в кадетском корпусе, Мухаммед Салим Умедбаев вернулся домой и затем в чине урядника 4 года служил переводчиком в войсковом управлении родного кантона. Благо, что он теперь владел русским, французским, арабским и персидским языками, не говоря уже о литературном тюрки. После упразднения в 1865 году башкирского войска он почти 10 лет занимал должность старшины Кармаскалинской волости. Наконец, окончательно порвав с административной карьерой, Мухаммед Салим устроился переводчиком в Оренбургском Магометанском духовном собрании, которое, как известно, находилось в Уфе. Его служебные обязанности сводились в основном к переводу правительственных указов и документов на язык тюрки и наоборот, фетв и постановлений Магометанского собрания на русский язык. А в 1883 году он в качестве помощника муфтия Салимгарея Тевкелева отправляется на коронацию императора Александра III. Салимгарей Тевкелев – дворянин, потомок касимовского мурзы Кутлу Мухаммеда после крещения Алексея Ивановича Тевкелева. В чине штаб-ротмистра Павлоградского гусарского полка участвовал в русско-турецкой войне 1828-29 годов.
затем в подавлении польского восстания 1830 года, а в 1865 году был назначен муфтием. Конечно же, отнюдь не официозные мероприятия, вроде коронации или составления речей для муфтия, занимали ум Умедбаева. Он собирает материалы по истории и этнографии башкир, которые публикует в справочной книжке Уфимской губернии и других изданиях. Кроме того, Мухаммед Салим занимается литературными переводами. Он является одним из первых переводчиков произведений Пушкина «Бахчисарайский фонтан». Первым данную работу перевел крымско-татарский просветитель Акчокраклы, а вторым уже, мы можем сказать, перевел его Мухаммед Салим Умедбаев. В тот период, почему они обратились к этой теме? Потому что в тот период был юбилей Пушкина, и в связи с этим юбилеем возникла потребность в популяризации его работ. В 1885 году умирает муфтий Тевкелев, а его место занимает Мухаммедьяр Султанов. Мухаммедьяр Султанов – дворянин, башкир из рода Байлар, подпоручик, служил в чертежной командующего башкирским войском. В 1886 году был назначен муфтием. В 1893 году во время совершения хаджа был принят османским султаном Абдул-Хамидом II. В 1886 году Уфа праздновала свое 300-летие. Умедбаев был введен в комиссию по подготовке торжеств и, главное, принял участие в подготовке и публикации материалов по истории города. Умедбаев был вхож в круг русских исследователей края, в круг земских чиновников, которые были неравнодушны к тому региону, в котором они проживали, и был достаточно близок и оказывал серьезное влияние, в том числе на представления о крае, которые были сформированы уфимским губернатором Волковым, который среди прочих своих мероприятий провел в 1886 году торжества по 300-летию Уфы. И многие представления, которые русские исследователи края транслировали через газеты, через книги и так далее, они в конечном итоге восходят к тем сведениям, которыми располагал и которыми делился с ними Умедбаев. Умедбаев имел репутацию одного из самых дельных чиновников из числа мусульман. Поэтому именно к нему обратился за помощью Губайдулла Чингисхан, председатель особой комиссии в Крыму по вакуфам, то есть недвижимости, отписанной в пользу мечетей, медресе и благотворительных учреждений. Губайдулла Чингисхан, генерал-лейтенант от кавалерии, князь, потомок казахских ханов Букеевской Орды и младшего Жуза, участник русско-турецкой войны 1877-78 годов. Он пишет своему новому помощнику: «Состоящему в моем распоряжении губернскому секретарю Умедбаеву предписываю вашему благородию отправиться в город Симферополь, свита его величества генерал-майор Чингисхан». В Крыму Умедбаев встречается с крымско-татарским просветителем Исмаилом Гаспринским, одним из основателей мусульманского обновленчества джадидизма и идеологом пантюркизма, который на российской почве трансформировался в татарский национализм. Они были людьми разных взглядов. Первый был модернист, другой скорее традиционалист, радеющий о просвещении народа. Да к тому же имперец, каковыми были и все те, кто его окружал. Наставник Мирсалих Бекчурин, муфтий Тевкелев и Султанов, генерал Чингисхан, да и собственный отец. Все они были мусульманскими офицерами империи, которые верно служили и в благотворность которой для судеб собственных народов свято верили. Однако в конце XIX века, вследствие пробуждения национального самосознания русского народа, монархия стала отказываться от имперских принципов устройства государства и, повинуясь новым общественным настроениям, взяла курс на унификацию и русификацию империи. Как писал британский социолог Бенедикт Андерсон, Романовы вдруг открыли, что они великороссы, Ганноверы, что они англичане, Гугенцоллерны, что они немцы.
хотя все они друг другу приходились кузенами. Отныне все императоры стремились к достижению этнической гомогенности, чтобы построить национальное государство, где нет национальностей, а есть лишь единая гражданская нация, не понимая, что этим они подписывают себе смертный приговор. Ведь как ответ на ассимиляцию сразу же пробудились национализмы малых народов, и империи стали рассыпаться. В этих условиях Оренбургское магометанское духовное собрание оказалось в сложной ситуации. Прихожане и даже сельские имамы упрекали муфтия в нежелании перечить действиям правительства, трактуемым ими как русификация, а также усилению миссионерской деятельности православной церкви. Султанов был непреклонен, ибо был убежден, что знание русского языка, пусть и неуклюже внедряемого, является благом для мусульман, а не злом. К тому же ему явно не нравился обозначившийся национализм казанских татар, ведший к расколу мусульманской уммы. Однако Умедбаев высказывался довольно смело, невзирая на свою должность помощника муфтия. Выступая в качестве гласного на заседании Уфимского земства в 1882 году, он объяснял причину недоверия мусульман к государственным образовательным учреждениям тем, что мусульмане, получившие в таких заведениях образование, на религию смотрят как на последний предмет, а поэтому многие из магометан в просвещении детей науками на русском языке видят не просвещение, а только одно обрусение. Прекрасно зная, как работают русско-башкирские училища, прекрасно знают, как работают земские школы, Умедбаев видел и их недостатки, которые были связаны с тем, что они полностью или почти полностью игнорировали традиционную ученость, не обеспечивали должного уровня нравственного развития и, соответственно, формировали неких маргиналов, которые не усваивали ни русской грамоты по-настоящему, не усваивали ни высоких нравственных норм шариата, ни, соответственно, не формировались как те личности, как те люди, которые способны приносить реальную пользу своему народу. То есть он прямо заявлял, что родной язык должен стать той базой, которая будет способствовать формированию всесторонне развитых, всесторонне образованных, замечательных людей. Умедбаев заявлял: как европейцы многие науки перевели с восточных языков на свой, и каждый народ в Европе достигал образованности изучением наук на своем языке, так и обратно и европейские науки следует перевести на восточные языки. Мне, как природному башкирцу, известно, что у нас грамотные, большие охотники читать исторические романы. Умедбаев был достаточно типичным для своего времени, для своей эпохи представителем восточного просветительства. То есть, что такое просветительство в целом? Это движение мусульманских и других интеллектуалов, которые понимали, что путь к прогрессу, путь к развитию их родных обществ лежит в обучении, в перенятии тех технических, научных и других навыков, которыми обладали, собственно, метрополии, которыми обладали колониальные нации. В принципе, это были люди вполне лояльные к империям, то есть они состояли на русской службе, они состояли на британской службе, они участвовали в деятельности исследовательских, гуманитарных учреждений и так далее. Над Умедбаевым, как имперским чиновником, давлела оптика русского ориентализма. Он, как и другие его представители Оренбургской школы, применял к литературному языку тюрки определение татарский. В тот период просто в русской историографии или в русской научной среде вместо слова «тюркский» употреблялось это слово. То есть это название, этим названием заменяли тюркский язык. Если мы, например, обратимся к некоторым книгам, вот, например, на русском языке будет написано «переведено с татарского на русский», например. А если в оригинал посмотрим, написано «переведено с тюрки на русский». Оптика русского ориентализма во многом определила рамки, форму самопрезентации и мифологию татарского национального проекта начала XX века.
В 1902 году, уже находясь в отставке, Умедбаев издал книгу «Краткая грамматика татарского языка». Прекрасно осознавая проблему смешения понятий, он, тем не менее, продолжал придерживаться привычных установок. Но все же в тексте он делает оговорку: «Наш татарский язык – это тот язык, который произошел от древнего языка народов Чагатай и Истяк, башкурт. На этом языке в основном разговаривают родственные чагатаям кыпчаки, киргизы, башкурды, туркмены. Народы, которые говорят на нем, сами называют его языком тюрки». В 1894 году в Уфу приехал знаменитый башкирский поэт Мифтахиддин Акмулла. Кади Магометанского собрания Резаиддин Фахриддинов немедленно сообщил об этом событии муфти Султанову, человеку далекому от поэзии. Оказалось, он не знает значения арабского слова «шагир». Реза Хазрат ему разъяснил: «Шагир» значит поэт, типа русского Пушкина и нашего Умедбая. Это показывает то, что муфтий, будучи все-таки человеком военным, не очень хорошо ориентировался в традиционной восточной культуре, но при этом показывает, что таким эталоном развитого гуманитария, эталоном поэта, стихотворца в тот момент для Уфы, для уфимского общества был именно Умедбаев. Вечером Мифтахиддин Акмулла был приглашен в дом муфтия на ужин. Там уже находился Умедбаев и другие лица. После продолжительной беседы за кушаньем и чаем странствующий поэт в порядке импровизации прочитал оду в честь муфтия. Чтобы не упасть в грязь лицом, Умедбаеву пришлось подтвердить свое звание поэта ответной импровизацией. Так, к великому удовольствию присутствовавших, состоялся поэтический поединок двух башкирских поэтов. И уже в 30-е годы, составляя последний том своей энциклопедии «Асар», вспоминая об этой встрече, Фахриддинов писал, что это был лучший меджлис, лучшее собрание в его жизни. В 1897 году увидел свет главный труд Умедбаева «Ядкар», представляющий собой сборник произведений различного жанра. Ядкар в переводе на современный русский язык – это памятки, можно. Яд – это память, Ядкар – памятная книга. Но эта книга очень сложного содержания, сложной структурой. Ценнейшей его частью является переписанная автором из более ранних источников генеалогия башкир-табынцев, восходящая к Майкобию Уйшину, одному из полководцев Чингисхана, а также история западных приуральских табынцев, составивших после переселения в конце 15 века из Зауралья Аймак-Кичи-Табын, то есть Малый Табын. В главах первое слово о башкирах и калмыках-таргаутах, черные и белые дни башкирского народа, Умедбаев, по сути дела, дает очерк истории башкирского народа. В современном понимании Умедбаева можно назвать первым историком из числа башкир, который действительно писал именно историю. Историю как связанный, как целостный концептуальный нарратив, посвященный осмыслению, посвященный извлечению идей из событий прошлого. И именно Умедбаеву приписывается фраза о том, что у каждого народа должен быть свой Карамзин. По большому счету, сам того не замечая, таким Карамзиным для башкир постепенно становился он сам в своих исторических очерках, в своих произведениях, посвященных прошлому родного края, и в своей общественной деятельности, связанной с сохранением исторического и культурного наследия. Слава Умедбаева разносится по всем весям исламского мира России. Ему пишет хвалебные письма знаменитый башкирский шейх тариката Накшбандия Зайнулла Расулев. Известный татарский историк и богослов Хасан Гата Габяши присылает ему свое стихотворное посвящение. Башкирский поэт Сафуан Якшигулов выражает свое восхищение, к которому также прилагает хвалебные стихи. В 1898 году к Умедбаеву обратился недавно назначенный уфимский губернатор Николай Богданович. Николай Богданович из дворян Харьковской губернии, сын известного военного историка генерал-лейтенанта Модеста Богдановича. 6 мая 1903 года был застрелен членом боевой организации партии эсеров Егором Дулебовым в Ушаковском парке Уфы.
Милостивый государь Мухаммед Салим Ишмухаметович, ознакомившись ныне подробно с Уфимской губернией, я не могу не прийти к крайне печальному выводу, что коренное население губернии, башкиры-вотчинники при обширной территории владеемых ими земель, находятся в крайне плохом экономическом положении. Умедбаев на основе, как в ответ на это обращение губернатора, написал статью «Общественные порядки». Там он уже дает какой-то экскурс, делает и в историю башкир, историю башкирских земель. Довольно очень конкретные сведения дает вот, относительно земельных отношений как между самими башкирами, так и башкирами и правительством. И предлагает, делает конкретные вот шаги по улучшению жизни коренного народа края. В числе главных причин бедственного положения башкир он указывал на отсталые формы ведения сельского хозяйства. Что неудивительно, ведь с упразднением башкирского войска ушел в прошлое не просто старый общественный институт, но многовековой образ жизни, свойственный мобилизованному всадническому обществу, которому было более привычно состояние войны, чем мира. Умедбаев близко к сердцу принимал проблемы народа. Его возмущало расхищение башкирских земель. Он писал обращение на высочайшее имя. Вот, например, черновик его письма царю. Предчувствуя близкую смерть, в 1903 году он совершил паломничество в Мекку и через 4 года покинул этот мир. Общепризнанной датой смерти выдающегося представителя башкирского народа принято считать 28 июня 1907 года. То есть именно эта дата смерти указана во всех научных исследованиях, в энциклопедических статьях. В метрической книге Магометанского собрания за 1907 год по деревне Ибрагимова написано: Мухаммед Салим, титулярный советник, дата смерти 27 июля. Причина – ревматизм ног. В последние годы просветитель жил в родном ауле, поэтому был похоронен на местном кладбище. Словом, где родился, там и умер. В рамках одной программы невозможно рассказать обо всех аспектах многогранной деятельности Мухаммед Салима Умедбаева, тем более проанализировать его творчество. Мы не коснулись его поэтического наследия, не разобрали концепции, которых он придерживался в своих работах по истории. Но, вероятно, достаточно и сказанного здесь, чтобы составить себе представление об этом выдающемся человеке, деятеле мусульманского просвещения, историке, поэте и просто патриоте башкирского народа.